Новый учебный год в обновленном учреждении. 4 десятка малышей уже обосновались в светлом и уютном корпусе. В бывшем здании лыжной базы произведена перепланировка помещений. Установлены дополнительные эвакуационные выходы, системы вентиляции и теплый пол. Благоустроена детская площадка. Масштабная реконструкция Усть-Куломского детского сада номер 1 началась в апреле и завершилась к сентябрю. Специально, чтобы успеть принять самых маленьких. Такие скорые преобразования были необходимы из-за острой нехватки мест в детских садах. Дошкольное учреждение было построено в селе Усть-Кулом еще в 2013-м и рассчитано на 120 воспитанников. Однако в районе случился неспрогнозированный бум рождаемости. После интернет-голосования среди жителей решено было использовать уже имеющееся здание. За последние 2-3 года у нас родилось огромное количество детей. Для примера я могу сказать, что в 2016 году у нас родилось в селе Усть-Кулом детей на 20 больше, на 20 человек, я имею в виду, больше, чем в 2015 году. И у нас очень остро в прошлом году уже встала необходимость в строительстве или же в реконструкции какого-либо здания под размещение там дошкольных групп. После долгого обсуждения, долгих поисков такого помещения мы остановили свой выбор на существующем здании лыжной базы. Сейчас первый детский садик в общей сложности посещает 160 детей. Это 100% проектной мощности. Очередь из детей старше 3 лет ликвидирована. И тепло, и кормят вкусно. Дети не жалуются, они с радостью ходят в садик этот. Однако больше сотни малышей до 3 лет по-прежнему не устроены. В селе нет зданий, которые возможно переоборудовать, поэтому в администрации муниципалитета задумывается о строительстве еще одного спально-игрового корпуса между существующими. К слову, без лыжной базы Усть-Кулом тоже не останется. На ее строительство республика выделит 6 миллионов. Кроме того, в районе скоро начнется строительство сразу 2 школ. В следующем году стартуют работы в селе Помоздино. Новую школу на 400 мест планируют сдать в 2019-м. Средства на строительство здания, это 450 миллионов рублей, выделят из регионального бюджета. Эти деньги ранее были заложены в школу в Сыктывкаре, но Коми получила на эти цели федеральное субсидирование. Возведут новый корпус школы и в Усть-Куломе на 200 мест. Стоимость работ там 120 миллионов рублей. Евгений Ершов, Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.